Здравствуйте, друзья! Живем как на войне. Думать и расслабляться некогда. Бояться тем более. Все худшее уже произошло. Нас спасало. Кто-то может себе позволить бояться ответственности, а кто-то с головой и в пекло. Корабль идет ко дну, а вы помните, кто сбегает с тонущего корабля. Итак, кто еще с нами? Кто еще на корабле? Я прошу помощи для прилетевших. Замечу, наспасала я их давно. И несколько месяцев они ждали самолета и сидели на цепи в мороз -40. Наспасала, потому что они погибали. Одну девочку черненькую в 6-месячном возрасте летом вытащили из петли живодера. Ее вырывали из рук живодера, а она плакала, пищала. Тогда ее кинули озимь в сопротивление орущей женщины и с усмешкой обронили фразу: «Ну ничего, позже за ней приедем». Видя это, разве я могла ее тогда не забрать? Ведь ей бы перерезали горло этой удавкой. Я посчитала себя виноватой, когда бы она исчезла. А она очень жизнерадостная и находчивая. К домашним собакам подбегала, что жили на цепи в будке у дома. Подходила, просилась в их будку. Типа: давай жить вместе, не прогоняй. И ее принимали домашние цепные собаки. Только вот хозяева прогоняли ее. И она опять блуждала в поисках пристанища, пока на шею не накинули ту самую леску-удавку, которая режет горло. Девочку мою красавицу, красавицу, просто виляет. Вторая девочка Моника, которую вы просили спасти от хозяев, которую они хотели усыпить в связи с переездом. И вы ее помните. Вы очень за нее просили. Она тоже прилетела. Прилетел также Бартик, тоже спасенный от смерти летом, тоже со своей грустной историей жизни. У каждого своя история, и у каждого в прошлом не было ничего хорошего. Никто не жил в любви и не был членом семьи. Зато собаки наделены чувством благодарности и трепещут перед человеком. Все трое прилетели. Ой, напуганная собачка. Не бойся, не бойся. А ты кто? Не свалился. Собачка какая-то Ляля. Девочка, мальчик, я не знаю. Эй, попона на собаке. После стерилизации, наверное. Конечно, я иду на большой риск, точнее безумие, спасать собак никому не нужных. Это главное. А потом вымаливать для них судьбу и потерять на года покой. И много раз прокручивала я в голове мысль: может и мне начать бояться и от страха распустить всех собак в мороз в живодерские петли. Не думаю, что я стала бы спокойнее жить, была бы счастливее. И что вообще сейчас называется жизнью? Итак, друзья, кто с нами, кто поможет в жизни этой троицы? Конечно, мне не потянуть и одной не справиться. Очень надеюсь на ваше милосердие, на вашу поддержку. Мне очень надо оплатить теперь саму передержку этой троицы. А также мне нужны финкураторы на эту троицу. Пожалуйста, напишите, отзовитесь и давайте оставаться вместе, как были мы вместе все эти годы.